Ассаламу алейкум, дорогие подписчики. Я хотела сказать вам, что я никогда вас не спрашивала советы и не нуждаюсь в ваши советы. Комментарии пишут, что вы живете на халяву, вы не работаете нигде. Я никогда на халяву не жила и не собираюсь жить. Почему вы это внимательно смотрите, мои видео? Я работала, я с 2000 по 2018 год я работала. На 3 работы я работала. 18 лет на 3. Умножайте, сколько будет? 8 на 3 будет 24, да? 24. Еще 10 лет на 4 – 40. 54 год считается, что 54, как это, делим на 2, будет 26. 26 лет у меня стаж работы. 26. На 3 работы я работала. Всегда. 18 лет. Поэтому я еще раз объясняю вам, что если так любопытно думаете, что я на халяву живу, я работала, у меня на людей есть очень много долгов, у меня на людей есть много денег, без процентов. Мы без процентов даем деньги. Мы мусульмане, процент у нас харам, запрещено. Много кто должны как должники на родине, здесь, в России. Вот. Поэтому они мне деньги возвращают. Вот живу на свои деньги. Я на халяву не живу, конечно. На халяву я не живу. У нас это религия ислам, на халяву никто не живет. У кого-то, как у меня есть должники, они это обеспечивают меня. У кого-то муж обеспечивает, кого-то это родители обеспечивают, кто-то сама как это себе обеспечивает, как я сама себе обеспечиваю. Я 50 рублей просила комментарий, что это за труд я просила. Это YouTube, я деньги не получаю. Я просила, не просила, но обращалась к вам, что поддерживаете. А за это еще упрекаете меня, да? Попрошайничаю. Я не попрошайничала, не попрошайничаю. Я такой человек необычный, как говорят. Я уникальная такая женщина. Аллах меня бережет, потому что я с Аллахом, у меня крепкая как связь. Аллаха люблю, поклоняю его едине. И не сотоварищу его, не грешу, не переступаю, никакой закон Аллаха, не нарушаю, иншаллах. И Аллах, в Коране сообщит, кто Аллаха боится, кто живет по закону Аллаха, по закону Корана, он кормит и обеспечит человека, откуда человек сам не знает. Да. Еще милость Аллаха. Если вы знаете, что такое милость Аллаха, в жизни я по милости Аллаха много, что это я в жизни это видела, милость Аллаха. Однако мы когда жили на Кавказе, тоже были такие моменты, что Аллах мне по милости его, я получила много-много, что ушами вы не верите, глазами не видели. Обеспечение с помощью Аллаха. Да? У нас есть люди, которые мусульмане, ради Аллаха они помогают, ради Аллаха они материально не помогают, деньгами не помогают. Это не попрошайничать. У нас в Коране это есть, что кто капли добро делает, к нему возвращается, капли зло делает, возвращается. У нас в религии ислам есть люди, которые ради Аллаха, они помогают, они деньгами помогают. Это я имею в виду, что в Чечне, когда били, тоже они помогали. Да, это садака называется, что они помогают люди, которые времени не работают, времени они это не могут себе обеспечивать. А если меня не примут на работу, это не я, виновата. Они же говорят, что вакансий нету. Нету вакансий, будут, мы сообщим. Это Аллах лучше знает. Как мы говорим, Аллах лучше знает, что когда меня на работу, почему не примут. Не примут, значит, я буду воспитывать своего ребенка, больше буду провести время со своим ребенком. Мой ребенок получает это любовь от мамы, внимание, забота своего ребенка. Вот это самая тяжелая работа, что не каждый папа, мама сможет провести свое время со своим ребенком.
С утра до вечера папа, мама не работает, а ребенок в школе, потом дома один или одна. Растет, как ребенок растет, папа, мама они не видят. А я своего ребенка вижу, что как растет, как это. м. Это милость Аллаха, что ребенок это со мной больше мы проведем время вместе. Материнская любовь, материнская, как говорят, забота и внимание. Это не каждому дано, это милость Аллаха. Вот так. Поэтому у кого-то нет вообще времени побыть со своим ребенком. На командировку они ездят, на это, как говорят, гастроли ездят, или как это оставлять своего ребенка на родине, приезжать это в России, это без детей. А я где бы это ни находилась, что на родине, что в России, ребенок всегда со мной. Потому что он мой ребенок, я это должна, как это, заботиться о этом ребенке, а это побыть с ней. А сейчас еще пишите в комментарии, что ребенка как я кормлю, как обеспечиваю. Что за глупые вообще такие-то пишите, что это на халяву попрошайничаю? Это что за глупость такое? Я попрошайничала, сказала, что помогите мне, пожалуйста. Я так же не сказала, сказала за мой труд, благодарите. И будете упрекать, да, это дальше. И попрошайничать на халяву живу. На халяву живу, значит, Аллахом, это как это, видно Аллах. Аллах знает, что лучше знает, что он это меня на такой, как это, такой судьба Аллах мне дал. Я очень рада, благодарю Аллаха, что Он так это меня не оставляет. Не голодаю, не холодаю. Слава Аллаха. Да. А теперь будешь завидовать, да, что это мусульманка, которая, она не работает, она как это живет. Как она живет? Это верит человек, который, он или она в жизни встречает милости Аллаха, или уповая, не на Аллаха, уповая на Аллаха живет. Я же вам говорю, что с 95-й год я уповая на Аллаха живу. Аллах в Коране же сообщит, поистине Он любит уповающихся. Поэтому, если Аллах любит меня, я уповаю на Него, никакой проблемы в моей жизни не будет. Не буду холодать, не буду голодать, иншаллах. Да. Спасибо за внимание. Не забывайте стрелять, подписать, пожалуйста. И поделиться.